пригородный район, полукольцом охватывающий Владикавказ, был присоединен к Северной Осетии после депортации ингушей в 1944 году. После разоблачения культа личности в 1956-м ингуши стали массово возвращаться в места исторического проживания, вступая при этом в конфликты с осетинами, занявшими их дома. В 80-х вспыхнули волнения среди осетин, требовавших выселения ингушей за пределы района. В октябре 1992-го спорная территория стала поводом для развязывания настоящей войны между осетинскими и ингушскими вооруженными формированиями. – 30 октября в ингушские поселки нагрянули вооруженные банды из Южной Осетии. 2 ноября они пришли в Тарское, родное село Евкурово. И вот то, что они вытворили в этом селе, вот, старик был Евлоев, он сказал, я старик, я не тронут. Его убили, где-то закопали. Почти 90-летняя была Хава, Арсамакова, женщина, она исчезла бесследно. Ханиев был Идрис, он занимался ремонтом машин, его убили, он тут кладбище рядом, там его закопали. Да, были до этого конфликты, стычки, там еще с той, с другой стороны, как-то видели. Но при этом никто не знал, что вот именно в час X что-то начнется. 1 ноября 1992 года в зону конфликта были введены федеральные войска. И командир 3-й роты отдельного батальона спецназа ВДВ Евкуров оказался в родном краю, который было не узнать. Сожженные и разграбленные дома, многочисленные случаи изнасилований, 600 убитых, 1000 раненых. Евкуров до сих пор не говорит о своих переживаниях в тот момент. Но можно представить себе, что чувствовал будущий глава Ингушской республики. Он ничего не знал о судьбе своих близких. Знал лишь, что отцу повезло уцелеть. В момент начала погромов Баматгирей Евкуров случайно оказался в военном городке, откуда была организована эвакуация ингушей. Его сын, как офицер, не мог позволить себе поддаться эмоциям. Нужно было спасать попавших в беду людей. Я принимал участие. И принимал участие, надо сказать, и мои сослуживцы, в том числе, которые работали, они выполняли в этом тоже свой долг. Они разъединяли противоборствующие, так будем говорить, стороны. Да? Я, например, со своей группой работали мы и в ущельях, и по территориям, освобождая, в том числе, заложников лиц ингушской национальности. Лишь сутки спустя, а эти сутки показались вечностью, Евкуров узнал, что его тяжело больную мать-братья сумели вынести на носилках через горы. У нас есть так называемая дорога жизни, мы ее называем. И по этой дороге жизни люди уходили уже непосредственно в горную часть Ингушетии, потом на равнинную часть. Эта рана не заживет в душе Юнусбека Евкурова никогда. Обстрелами было уничтожено 13 ингушских сел пригородного района. Около 30 тысяч ингушей были депортированы из Северной Осетии. Но больнее всего оказалась интерпретация конфликта средствами массовой информации. Политика была такая, вот поддерживать вот одну сторону. Это наглядно было видно, в том числе там на всех передачах. Выставлялись ингуши агрессорами, выставлялись там. При этом, когда сегодня мы задаемся вопросом, там, как же получилось так, что и нападали, и это в процентном соотношении 90% и погибших, и пропавших детей ингушской национальности. Когда нам говорят, надо говорить помягче, я всегда задаю вопрос, а как мягко сказать?